Я просто сейчас взяла любую бабушку. Вы ее полюбите, несмотря на то, какой у нее будет характер. Это вопрос времени. Это разве не привычка? Это не привычка. Я вам скажу, если это делать много, качественно и продолжительно, вы ее так полюбите, как свою родную бабушку, которую так не любили. Потому что вы столько в нее вложили себя. Это принцип полюбить ближнего как самого себя, понимаешь? Ты столько вкладываешь, как в себя. А если ты вкладываешь в мужа, а если ты даешь, то есть тут такая схема, это корень слова любовь, это его суть. Не просто любить, а любить. Любить — это давать. На этом заканчиваем, девочки. Как по теме, можно? Да. Как, допустим, научить мужчину, скажем так, больше давать, да? Больше любить, больше давать. И давать больше. Тема интересно. Вот давайте, я готова сейчас ответить на этот вопрос, если вы готовы. Я предлагаю, сегодня было довольно много информации, такой, над чем стоит подумать. Мы еще даже половины не закончили, чего мы там планировали. Вопрос «дай», он с двух сторон. Можно что-то дать. Вот, например, ваш муж любит пельмени, очень любит. Но вы за здоровый образ жизни, и вы ему всегда вареники. Попробуй вареники. Я люблю пельмени. А он просит и вот именно такие. Понимаете, нужно давать то, что человек любит. Не то, что вам считается, когда вы его еще не знаете, да, вот как про бабушку, там то или то, или то. Но надо давать человеку то, что он любит. А если давать ему то, что он не дает, это не считается, что ты даешь. Если женщина, вот смотрите, женщина вечером, одевайтесь, я договариваю, женщина вечером в дом в идеальном состоянии, дети чистые, умытые, ужин на столе, все сверкает, все красиво. Муж заходит, дома тихо, жена там стонет где-то в уголке дивана забитая, уже лежит, уже устала, никакая. Ему нужна такая семья? Да, дома чисто, ты все сделал, ты отдала себя, все, ты приготовила, ты сделала лучше, но ты сделала для себя больше. То есть как бы ты хотела для него, но для него нужно было, чтобы ты была с ним, когда он кушает. Пусть у тебя будет сегодня не голубцы там под соусом бешамель, жареная картошка или яичница, но ты будешь с ним. Это понятно, есть мужчина, который любит готовить, то есть каждому надо давать то, что он любит. Тогда это искренне, тогда это по-настоящему. Если ты даешь, но ты даешь не то, это не считается, что ты даешь. Девочки, мне с вами очень приятно общаться. Перенесите сюда листочки, я постараюсь их обработать. Мы, надеюсь, с вами увидимся завтра. Кто-то утром еще придет, а кто-то вечером на концерт. Приходите, я думаю, вам понравится. И в воскресенье. Сейчас Танюша сделает объявление.